Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главная дата в июле, связанная с деятельностью Ленского бассейнового водного управления в Якутии, это 2 июля, День реки Лены. Праздник был учрежден в 2013 году для привлечения внимания к сохранению уникальной экосистемы Великой Сибирской реки. О значимости нашей главной водной артерии для региона мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Петр Аргунов, руководитель Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Петр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Река Лена – одна из крупнейших рек не только у нас в стране, да и в мире, наверное. Да, согласен. Да, что она означает для нашего региона с точки зрения водных ресурсов и экономики? Ну, само собой, то, что она у нас протекает в зоне вечной распространения ММП, это само собой самая длинная, а его, значит, бассейн самый крупный на Дальнем Востоке, Сибири. Это все мы знаем со школ. Но самую важную роль она играет экосистема. Это в историческом аспекте становления Якутии, для жителей Якутии она играет важную роль для каждого из нас, потому что мы почти что все подстроены под цикл водного объекта. Все жители Якутии, всего бассейна реки Лена, каждый год во время половодья и паводка, в летний период, зимний период, как бы невзначай они подстраиваются под режим нашей реки. Но она, само собой, великая, значение очень большое. Просто себе представьте, если бы не было нашей великой реки, человек сколько проживет без воды? Всего лишь 7 дней. А для экономики какой большой был бы урон? Этот, начиная от северного завоза, выработка электроэнергии. Буквально наш эфир, благодаря водным ресурсам бассейна реки Лена, идет выработка электроэнергии Якутии с Вилюйской ГЭС 1-2. Ну, хотя это река Вилюй, но относится к бассейну реки Лена. Вот, некоторые даже, может, и не знают. Весь производственный цикл промышленности в каком-то этапе все равно включает водные ресурсы. Ну и, само собой, качество воды и наша главная задача, вот, чтобы качество воды, его стабильность, его объемы всегда были. Ну, основная задача, которая у нас остается, вот, важной. А вот про то, что мы под реку каждый сезон подстраиваемся, да? Ну, она же своенравная все-таки. С какими вызовами приходится сталкиваться? Вызовы всегда есть. Иногда слишком много воды — это плохо, иногда мало воды. Маловодный период, цикл, помните, лет 10 назад проектные отметки были низкие, корабли наши не смогли подходить к портам, причалам. Когда много воды — это период половодья, это фаза водного объекта, когда у нас паводки, когда мы в какой-то степени страдаем от этого, но мы должны всегда подстраиваться. Вот вызовы такие. Ну и со стороны человека, если смотреть, я пытаюсь простыми словами объяснять, то антропогенное воздействие — это локальные вызовы загрязнения и тому подобное, которые мы должны, все федеральные органы, местные органы должны решать эти задачи. Ну, получается, по-простому, это какое-то загрязнение, какое-то негативное воздействие. Это такие вызовы, получается, каждый год, которые мы испытываем. Ну, потихонечку мы с этим справляемся. Но у вас же с 1 марта произошли изменения. Там изменили срок рассмотрения заявления о предоставлении сведений. Как вообще это сказалось на работе организации? Я помню, когда я начал работать 20 лет назад, основное здесь, что у каждого человека есть имя, у каждого водного объекта должен быть тоже название. Это какое-то абстрактное, да, получается, но от имени Российской Федерации все должно быть четко. Государственный водный реестр на то и есть. В Государственном водном реестре сконцентрирована большой массив информации, уникальной информации, которую мы выдавали свою вручную, можно так сказать. Да? Промышленность, водопользователи, физлица без сведения о водном объекте не могли дальше что-то использовать, водный объект, забрать туда, сбрасывать, а акваторию использовать. Был государственный водный реестр по старинке, но буквально мы развиваемся дальше, и цифровая платформа «Водные данные» интегрировалась
по-простому госуслуги. Раньше мы сведения из Государственного водного реестра, которое выдавалось в течение 10 дней, буквально сейчас стало проактивной, оно уменьшилось в 5 раз. Ну, было 5 дней, сейчас буквально за один день можно из Государственного водного реестра вытащить данные, сведения о водном объекте, его параметрах, длина, характеристика, качество, гидротехнических сооружениях, о каких-то особенностях водного объекта, о зонах, особых зонах, зонах ПЗП, водоохранная зона, береговые линии и тому подобное. Ну, по-простому. Сроки сократились, очень хорошо стало всем, удобно стало. Интегрировались в госуслуги. Ну и на начальном этапе, как бы всегда было сложно, но наши специалисты, благодаря нашим специалистам, мы справились с этим вызовом, и сейчас водопользователи адаптировались. Просто зрители должны понять, польза в чем, да? Промышленность, какой-то или проектный институт, какие-то проектные изыскания сталкиваются с водным объектом. И что-то, если делать, то разрешительная документация без водного объекта, без названия водного объекта, его никак не решить. Поэтому это все стало очень быстро. А ведь есть же водные объекты, которые не только у нас на территории республики, но и, скажем, вот рядом в Магаданской области. Вот как работают сегодня Вилюйское, Колымское водохранилище? Тоже я хочу вкратце рассказать, чтобы всем было понятно. Вилюйское водохранилище и Колымское водохранилище играют огромную роль именно для жителей того бассейна, для жителей Вилюйского улусов, которые сейчас смотрят Колымская группа улусов. Они очень волнуются. А вот центральная часть жителей Якутии это особо не волнует. Но тем не менее, благодаря работе в этом году и вообще в предыдущие годы специалистов регулирование режимов идет. Это что такое? Ну, в этом году, благодаря регулированию режимов Вилюйского водохранилища, мы пока справились с северным завозом. Просто никто не понимает, да? Вот северный завоз — это важная история, которая связана с Вилюйской по доставке грузов угля, нефти. Если этого не сделать, то можно зимой замерзнуть, да, условно говоря. До Сунтара должны дойти, и объемы должны спуститься, холостые сбросы. Сколько сбрасывать и тому подобное. Мы с этим справились. И аккумуляция воды в Вилюйском водохранилище. Только благодаря этому 80%, представляете, Надежда, Ну, выработка это электроэнергии идет оттуда. Просто некоторые не знают. Благодаря водным ресурсам Вилюйскому водохранилищу, которое там мы копим, стабильность выработки электроэнергии, промышленность и жизнедеятельность Якутии благодаря только этому. Если перейти дальше по Колымской группе улусов, колымчане тоже очень волнуются, Верхнеколымской, Среднеколымской. Их полный жизненный цикл, рыбалка, охота, просто жизнь зависит от реки Колыма и Магаданской области, посевы и тому подобное. И тоже крупный регион, область Магаданская область, тоже полностью промышленность и просто город Магадан зависит от водных ресурсов реки Колыма. Сколько воды и там будет, и будет на все нормально. Вкратце, значит, сейчас мы нормально в этом году на Колыме паводок пропустили только благодаря существованию водохранилища. Весь поток, весь поток, который растаял снегом, мы его аккумулировали в Колымском водохранилище. Оно туда дальше не ушло, в Зырянку. Но, тем не менее, природные водные ресурсы все равно, боковые водные объекты были, Балагачань и тому подобное, сток большой. Взлетная полоса Зырянка все равно пострадала, но, тем не менее, она жестко не пострадала, благодаря аккумуляции водных ресурсов. Ну и осенью у них обычно, значит, идет навигация. Отсюда, значит, товары идут через море Лаптевых, северо-восточное, и через устьевую часть Колымы заходят сюда, на Колыму. Вот им должны мы воду спустить, чтобы лимитирующие условия, ну, перекаты, да, где мелко, корабли должны пройти. Для этого надо воду поднять. А как поднять? Спустить воду.
И тогда, соответственно, сколько-то сантиметров поднимется, и спокойно сюда пройдут, и доставить всем будет очень хорошо. Ну, словом, без воды вообще не жизнь. Что может сделать каждый из нас, вот обычный житель, для того, чтобы сберечь красавицу Лену? Я с каждым годом замечаю, культура нашего населения улучшается. Но, тем не менее, все равно остается, как ни банально, не мусорьте, пожалуйста. Если поедете на красавицу реки Амуга, хоть куда, да, на Лену, собор, что-то берете, мусор, обратно пакет, все собрать и с собой притащить. Маломерные суда, автомобиль и тому подобное, они могут загрязнять, ну, подальше поставьте. Надо беречь воду. Как? Просто кран долго не открывать. Это тоже очень большой труд, это больше затрат электроэнергии. Ну и участвуйте в акциях. Сегодня, завтра, получается, День реки Лена. Минэкология проводит большую акцию по уборке прилегающей водоохранной зоны. 202-203 микрорайон. С 3 часов всех приглашаем. Участвуйте в акциях экологических. И еще про мероприятие. 25 лет в этом году ЛБВУ исполняется. Что планируете? Как отмечать? Вкратце тоже буквально 5 словах. Уникальная книга издается 25. Мы вообще не ожидали. Наши ветераны вообще шлют и шлют воспоминания. Столько массива информации. Красивая книга будет в формате А4, одна страница. Представляете, А3. Крутые фото будут, очень красиво будет. Это самое основное. Торжественная часть официальная, где будем мы отмечать наших специалистов, которые внесли большой вклад в течение 25 лет. И 2 презентации книги «Река Вилюй», «Река Колыма». Красивая книга, серия книг. Мы до этого Амга и Алдане издавали. Уникальные все для широкого круга читателей. Мы их будем презентовать. Ну и, конечно, отмечать всех наших специалистов, награждать и тому подобное. Ну что ж, спасибо за беседу. В завершении, что бы вы хотели пожелать жителям Якутии, кому дорога наша великая река в день реки Лены? Уважаемые жители Якутии, всем желаю здоровья, во-первых. Ну и пожелаю, чтобы наша великая река Лена всегда оставалась полноводной, красивой, чистой. Давайте беречь наш бесценный дар природы в виде реки Лена. Спасибо. И вам спасибо, что пришли к нам сегодня. Приходите к нам еще. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.